Ребят, я на кварталке. Вот оно. О. Сейчас ничего не страшен. Не страшно, если что, скажем, с навигатором что-то случилось или компас потерял. Я еду в правильном направлении. Сейчас пойду до столба, до квартального. Потом налево пойдем. И все будет хорошо. Там уже буду направляться на избу. Квартальная просека очищенная, вон она. Прям зачесы свежие. И тут сухое место. Там небольшой участок, где-то метров, так получается, ну примерно на 300 метров сырость будет, но там знакомо для меня. Это здесь я блуждал, блин. Сколько. Если бы по той стороне болота я пошел бы до этой кварталки, я бы здесь пришел. А тут, скажу вам, еще хуже. То, что я там зигзагами ходил, блин. Ой, блин. Надо было сразу мне, конечно, перед тем, как навигацию поставить, подумать, куда поставить. И сразу было надо мне включить навигатор с первой минуты. Потому что шел так наугад. Там кольцо у меня получилось. Возвратился на свое место. Ну, что поделаешь. Вот так, мне надо бруснику. Вкусную бруснику закинуть в рот. Что-то захотелось. Вон она есть. Сейчас я поем брусники тут. Иду вон оттуда. Там за час далекий. Бля, здесь вообще топ, оказывается. Проваливался не раз. И что-то воду я набрал. Смотрю, а вон, смотрите. Вот. Как так произошло тут? Птичка, короче, идет. Протекает. Не знаю. Вроде никуда не зацеплялся. На самой задней части вот там. На шву. Ну вот, продолжение шва как будто. Или сам по себе. Может, сам по себе как-то лопнуло. Не знаю. Но это крайний участок сырой. Все. На сегодня. Дальше хорошо будет. Там уже следующая вырубка. Метров 300 осталось. Это следующая вырубка. А тут тоже вот старые вырубки. Зимой рубили, а тут болотень такая, блин. Сейчас даже хреново ходить. Вот такие дела. 5 минут перекур и дальше в путь. Ветер северо-западный. Гнилой ветер. Это принесет холод, снег. В общем, похолодает, я думаю. Прям с запада идет ветер. Тулан. Да, сегодня без трофея, что поделаешь. Ничего, дружок, не поделаешь. Стараемся как можем. Ходили целый день. Без выстрела. Когда-то густо, когда-то пусто. Сегодня, видать, пусто у нас. Стоять тоже холодно. Спотел в жесть. Прям до трусов спотел. Только переходил здесь. Придется штопать обувь. Бля, эти бродни так мне понравились. Они такие хорошие. Этот голень чего стоит. Очень приятные бродни. Лучше, чем резиновые сапоги, ребят. Клей есть, что-нибудь придумаю в избушке. Ладно. Сейчас пойдет дождь со снегом, вон там туча идет. Прям черная туча. Или снег идет, или снег с дождем. Одно из двух. Прошел две стороны этой вырубки. Этот угол и сюда еще пришел. Короче, не хотел я вообще уже включаться. Наверное,
Сегодня съемка сейчас. Сейчас по навигатору дальше буду идти. Там сырое место, ельник. Ничего там интересно, думаю, не будет. Если что-то кого-то увижу, конечно, включусь. А так, буду тупо идти в сторону избы. Еще надо сходить мне в сторону этого, как сказать. Ой, блин, фотоловушки. Фотоловушку надо забрать. После этого только уже буду возвращаться на избу. Ну, примерно вот такой путь сегодня я прошел. Иду и буду еще идти. Здесь тоже, скажу вам, вырубка хорошая была. Давала немало дичи. И глухарей стрелял. И удавалось добывать, как сказать, тетерку. Но сейчас все заросло. Наверное, как начинает вот этот подсад выходить, просто птица уходит, меняет место. Я так думаю. Просто я вот сколько вот не проходил за этот сезон, такие вырубки уже как бы хорошие вырубки. Но вырубка стареет и птица уходит. Надо искать новые места. Так что в будущем году, в будущем сезоне, я думаю, уже буду ходить где-нибудь в других местах, что-то новое буду для себя узнавать. Эти места потихоньку буду я обходить стороной. Потому что вот за целый день сегодня, целый день я прошел и первоначально только вот несколько птиц видел. И все. Это очень мало. За такой километраж, сколько я сегодня прошел, но это мало. Я сегодня больше 20 километров уже. Будет, наверное. Ну, как я в избе буду, там примерно прикину и, может, озвучу. Но не меньше 20 километров сегодня прохожу. Вот такие дела. Ну, иду дальше. Сейчас здесь уже вот эта вырубка заканчивается. Потом уже по навигатору. Я надеялся, последняя надежда у меня вот эта вырубка была, но, к сожалению, ничего нету. Зато брусники наелся. Брусник, оказывается, местами здесь тоже есть. И немало. Холодный, дождь идет. Я думал, снег будет, но идет дождь. Очень холодный. Пальцы мерзнут, руки мерзнут. Мерзнет. Вот так иду и закидываю бруснику себе. Немножко пофотографировал сегодня, смартфон брал с собой. Если что, там в телеграм-канале можете посмотреть фотографии. А телеграм-канал, ссылка в описании. Переходите и подписывайтесь, смотрите фотографии. Так приятно было бы, если когда вот на вершинках кто-то сидел. Сегодня не тот день. Все хорошо, ребят, но давно уже тулана я не слышу и не вижу. Где-то полчаса уже без собаки иду. Последний раз на вырубке видел. Так спокойно еще шел, набегал так. И потом резко исчез куда-то. Может, след взял чей-то. Самое главное, не лает нигде. Не знаю, ну кричать не стану. Бесполезно. Надеюсь, придет. Собака вернулась, ребят. Вон он. Солнце уже садится. Нормально. До темно. В принципе, успеваем. Еще осталось несколько километров, и мы будем уже на избе. Все, окей. Наконец-то появилась изба. Вот она, родимая. Сейчас обогреет меня. Фу. С точностью до миллиметра времени дошел. Не успел стемнеть. Где-то через
Ну, через час, наверное, уже все будет тьма. В общем, самое то дошел. Но устал. Пипец сегодня. За весь поход на сегодня усталость самый максимальный был у меня. И есть. Собака, наверное, уже там остатки каши, наверное, съел. Я его сейчас накормлю нормально. И сам вообще тоже голодный. Вон Антулан. Сам голодный. Хочется тоже. Сейчас новую кашу ему дам. Новую свежую кашу дам. Ну и все на сегодня. Фу. Сейчас затоплю печку. Надо позвонить домой. Подогрею картошку и что-нибудь еще на ужин. Макароны может сварить. В общем, сейчас разберемся. Здесь, смотрите, снег еще лежит возле избы. А местами нету снега, вон там вот низине нету. Странно как-то. Ну вот так. Вообще здорово. Жив и здоров, самое главное, вернулись. После такого похода самое главное, добрались. Так, Тулан, а? Ты тоже устал, бедолага. Тоже устал, наверное. Ничего не получилось у нас. Что поделаешь. Кого увидели, все улетели и далеко. Да, своя изба есть своя изба. Что? Печка, она потухла совсем. Печка потухла, наверное. Сегодня должен потухнуть. Ё-моё. Целый день нас не было. Темно бродили. Бродили до темна. Угольки там еще есть. Слушай, тепло. Там уголек. Сейчас даже, наверное, без бересты он загорится. Если нет, так стул я положу. А сейчас так открою подвала. Никакой бересты не надо. Разгорелась сам. Вот так вот. А, включился еще, ребят. Не могу без съемки, что поделаешь. Вот так вот. О, сейчас быстро разгорится. Считай, 6 часов до 6 я подкидывал последний раз дрова. Сейчас 4:30 вечера. Вот так вот. Хватило. И тепло в избушке. Прям хорошо. Тулана уже я накормил. Посадил на цепь. Он ест. Свежую кашу положил. С удовольствием ест. Вот такие дела. Так. Надо еще сегодня сапоги мне заклеить там. Пробоину. Фу. В общем, ужин 19 октября. Тут у меня остатки картошки. Такая сковорода. Ну, вчера жарил, ужинал, сегодня завтракал. И вот еще остались. Как и говорил, картошка с икрой, вот икра. Надеюсь, видно. Ну, извините за освещение. Другого нет у меня. Самое главное, слышите, о чем я говорю. Говорить уже сегодня наговорил очень много. Буквально еще 5 минут и буду выключаться. Чай еще и не закипел. Ну, на улице все, тьма уже. Как бы сейчас уже без фонарика просто идти по тайге невозможно. Если по
по хорошей дороге. Как я с рыбалки вот с Таежной реки возвращался, там возвращался по дороге. И даже без фонарика, даже идти как-то ориентир лучше. Ну, у меня обычный фонарик был. И вот без фонарика вот нормально. Я бывало и по темноте возвращался домой на лодке. Лучше не включать фонарик. Фонарик на секунду включил, все, ты становишься слепым. Я вот тоже вот как бы берег вижу, вот, и самое главное помнить примерно на реке. Вот. Ну, я не имею в виду вот таежную речку, а уже основную речку. По таежной речке ты просто не, без фонарика, без освещения не доплывешь никуда. Там нужен прожектор хороший. А на большой реке как бы ориентир, берег виден. И по руслу идешь так. И, как сказать, самое главное запоминать, где вот коряги, торчащие коряги. Бывает, можно залететь на эту корягу. А так, по темноте, да, не раз уже возвращался. Бывает, после обеда выезжаешь и не рассчитаешь время, и смотришь, уже темно. Угу. Хорошо. Что сказать о сегодняшнем дне? Я все карты как бы поставил на сегодняшний день ставки. Потому что сегодня сходил по таким местам, как и говорил, по козырным, но и дичи нету, как ни странно. Конечно, зарекаться не надо, что там не раз я там озвучил, что больше сюда не приду, там возле где-то там прошел, не понравилось, где-то дичи нету. Скажем, в этом году нету, в будущем году, наоборот, там может быть. Но каждый год я в ту сторону как бы хожу, к этой избушке у ручья. Мне нравится просто в ту сторону ходить. И посмотрим, что будет в будущем году. В этом сезоне вот целый день я прошел, но от 20 до 25 километров примерно, ориентировочно. Не меньше 20 вообще. И без единого выстрела. Ни одного выстрела я сегодня не сделал. Вообще. И как назло, вот, что от меня взлетали глухари. И тетерка там была еще, да. Собаки, как назло, не было со мной. Собаки не было, и ну не знаю, может и от собаки тоже, как обычно, взлетают и улетают хрен пойми куда. Какое у них настроение. Что еще добавил? Фотоловушку я забрал. Вот фотоловушка. Демисезонную куртку забрал, фотоловушку забрал. Все на месте, там ничего не оставил. Как бы еще одна фотоловушка, завтра еще ко второй фотоловушке сходим обязательно. Надо тоже забрать эту фотоловушку. И послезавтра уже будем отчаливать, уже поедем обратно домой. Вот. Что будет завтра, я не знаю. Посмотрим. Сегодня думал, будут выстрелы, будет трофей. Но ничего не вышло. Ничего. Только усталость. Ну и, как сказать, я не знаю, что и говорить. Когда везет, когда нет. Ладно. Не будем расстраиваться.
расстройство, знаешь, когда стреляешь или не попадаешь, или под ранком улетает птица, или зверь убегает. Вот тогда обидно. А то, что без выстрела день прошел, может и к лучшему. Никто не пострадал. Все живы-здоровы. Собака перебор сегодня далеко ходил. Круг большой, блин. Холостые много облаивал. Что-то нюхом берет, а к скольким деревом не подходил к его лаю. Я никого не видел. Вот. Ну и ладно. Я не в обиде на него. Никогда. Пускай. Что может, так и работает. То и даст своей работой куда лучше. Если нету дичи, откуда он будет лаять? Он ищет, старается. Вот и все. Ладно, ребят, давайте до завтра. Я сейчас почищу ружье первым делом. Потом сейчас немножко сапоги подсохнут. Я буду клеить сапоги. Ну и отдыхать. Сколько времени-то? Ровно 5 часов. Вообще тьма. Вот это да. Вот с точностью до миллиметра я сегодня дошел до избы. Как-то вот расчет хороший получился. Блуждал, перебор много, но вовремя пришел. Ну и хорошо. Если, бля, еще час куда туда-сюда по темноте идти, скажу вам, не очень приятно. Или надо всегда с собой брать фонарик. Не знаешь, когда ты вернешься. Используют гипс. У этого доуфу белоснежный цвет. Он очень нежный и мягкий, похожий на желе. Разные виды тофу и готовят по-разному. Северный тофу пригоден для тушения и жарки и идет в различные начинки. Южный также тушат, но чаще варят и используют в супах, а также в виде холодных. Вот смотрите, короче, заштопал пробоину. Пусть сохнет. Вот. Резина, как сказать, от велосипеда, камера. Заклеил и еще прошил там полностью. Если не прошить, там он просто отходит. Я обычно всегда прошиваю. И много лет потом служит. Ну, не знаю, может сам материал этот такой слабенький, поэтому лопнул. Я не знаю. Если понятно, передняя часть, а задняя часть как это? Вроде никуда не задевал. Не знаю. Я не почувствовал это. Ну все, пусть сохнет. Вот я уже макароны отварил, немножко покушал. Короче, все дела сделал. Оружие почистил. Оружие без стрельбы, но все равно он сырой. Не люблю, когда оружие, скажем, пусть ремень сохнет, и сам по себе ружье тоже после чистки. Если не почистить, вот тут обычно ржавчина сразу цепляется. Вот в этом, как сказать, механизме с наружной стороны. Вот. Внутри ствола там всю влагу, короче, я гладкоствольный чищу обычно туалетной бумагой. Прогоняю туалетную бумагу, он хорошо влагу берет. Вот такие дела, вот такое еще дополнение. И сейчас уже точно буду заканчивать. Все, ребят, время
6 часов 15 минут. На улице пока +1. +1, но послезавтра -5 даже обещают. В общем, морозы идут. Все, пока-пока. До завтра.